Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup, 16 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah di arah Kurahovsky. Sebanyak 16 prajurit angkatan bersenjata Ukraina di arah Kurahovsky membuat keputusan yang sulit tetapi tepat untuk meletakkan senjata mereka demi menyelamatkan nyawa mereka. Prajurit Ukraina menyerah setelah terlibat kontak senjata sengit dengan Brigade Pengawal ke-110 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia. Rusia juga membagikan selebaran menyerukan penyerahan diri agar selamat. Ditambah kenyataan komandan mereka telah melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah menjalin kontak dengan unit-unit angkatan bersenjata Rusia, para prajurit ini memilih menyerah. Berkat koordinasi yang jelas, mereka berhasil dikeluarkan dari zona pertempuran dengan selamat. Masing-masing dari mereka membuat pilihan yang berpihak pada kehidupan dan akal sehat, menolak mengorbankan diri demi ambisi orang lain. Demikian keterangan resmi militer Donetsk 13 Januari 2025. У нас очень много было раненых, трехсотых, и нам стало очень страшно, мы поняли, либо мы здесь помрем. Начальство мне помогало, я уже 3-4 дня назад выходил на связь, чтобы нас обратно забрали, то бишь на обратку, а мне начальство минус-минус. Я говорю, нужен атак, а они по рации минус-минус. И это продолжалось от 4 до 3 дней. И когда уже настали уже бои, штурмовали нашего, когда мы штурмовали, у нас очень было много трехсоток, поэтому нам сбрасывали листовки, и мы поняли, что вариантов больше нет, либо мертвый, либо живой. Мы посмотрели эту листовку, вышли в Телеграм, то бишь ваши сдались, мы написали, нам ответили. Как мы сдались. Главное, что спасибо вашим ребятам, 150 МВР. Благодарю Шаха и Басика, и Дыма, которые ребята помогали оттуда нам уйти. И Крым тоже, говорят, что вы, ребята, правильно все сделали, но зато и живы. По-другому поступили, у нас уже бы не было. Нас накормили, с нами нормально обращались, потому что мы вышли сами на контакт, они поняли, что мы нормально. Так у нас і було. Хлопці, хочу вам сказати, якщо ви вже ТЦК забрали і відправили начальство сюди напередок, начальство вам не поможе, воно вам відправить вас на м'ясо, і ви або помрете, якщо хочете жити, то скидуйте листівки, ви можете вийти з ребятами на контакт, якщо немає цих листівок, не скидуйте. Тоді ведіть діалог, щоб здатися. Тільки такий варіант, щоб лишити живе. Я розумію, ти буде ліново, то все, але з вами буде нормально вкладатися. Якщо ви будете нормально здаватися, не противоречити, не будете далі стрільбу вести, нормально з вами буде нормально вкладатися. То, що відео показує, що там обстрілюють наших п'ять, здаємося, і нас розстрілюють, то нас не розстрілюють, тому все нормально, це є пропаганда нашого українця. Так що, якщо хочете живі, бути здорові, є листівки, і далі вести діалог. Я листівку можу показати, мені це листівка. Відправили «Синок, ми ждемо тебе домой». Тут є описання телеграм, як добавитися, як з ними сконтактувати. Якщо у вас буде така листівка, то ви можете сконтактуватися лишити живими. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 808.250 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.750 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 22 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.756 tank, 20.289 kendaraan tempur lapis baja, 33.598 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.839 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.042 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.021 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Angkatan Bersenjata Rusia 12 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas energi yang mendukung kegiatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan kompleks industri militer, serta konsentrasi tenaga kerja, personel dan peralatan musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 181 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.077 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.480 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.508 sistem roket peluncur ganda, 20.412 artileri lapangan dan mortir, 30.156 unit kendaraan militer khusus. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Rekaman artileri Kuban menghancurkan senjata M119 Amerika milik Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Ulakli Donetsk. Seorang awak divisi artileri Howitzer dari Brigade Artileri ke-238 Kuban berhasil menghancurkan meriam M119 Amerika di dekat pemukiman Ulakli menggunakan meriam M46. Operasi ini dilakukan dengan tujuan melenyapkan kru artileri musuh yang mendukung serangan kelompok Angkatan Bersenjata Rusia ke arah Kurachovsky, yang secara signifikan memperkuat posisi pasukan Rusia dan memfasilitasi kemajuan lebih lanjut di sepanjang garis depan. Dalam rekaman, serangan presisi dari Brigade Kuban mengeliminir target tanpa ragu-ragu.
Video dirilis militer Republik Rakyat Donetsk, 12 Januari 2025. Unit pengintai militer Brigade ke-132 dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan peralatan dan personal musuh dengan bantuan drone FPV ke arah Dzerzhinsky. Drone berketepatan tinggi ini memungkinkan serangan efektif terhadap target musuh, yang juga menyebabkan kerusakan signifikan pada kondisi moral dan psikologis pasukan pendudukan Ukraina. Dalam rekaman, drone FPV Brigade ke-132 satu persatu menghabisi peralatan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh tidak bisa cara untuk menghindar. Demikian keterangan video militer Donetsk, 12 Januari 2025.